Начинается Родина с памяти, с почитания истоков своих. Любить свою малую родину, чтить заветы предков и гордиться историей своего края. Теперь этому в первой школе Назрани будут учить не только на уроках. Знакомиться с прошлым и настоящим народа школьники смогут в собственном этнографическом музее. Открытие культурного центра с говорящим названием «Из глубины веков» проходит в торжественной обстановке. Право перерезать ленту предоставлено директору Альма-Матер и руководителю музея. В музее представлены уникальные экспонаты: прялка, старинные весы, люлька, макеты башенных комплексов, элементы традиционной ингушской одежды. В сборе ценных находок участвовали все вместе – волонтеры, педагоги, дети, родители и руководство школы. Мы видим, что вот эта поделка детская, вот колодец, да, вот как доставали раньше воду, где хранили, вот такой вот макет у нас представлен. Нагрудники женские. Обычно девушки, когда выходили замуж, они не обходились без этого украшения. Каждый предмет рассказывает об истории и особенностях культуры ингушского народа. Учащиеся уже успели впечатлиться и найти для себя что-то важное. Мы с друзьями осмотрели эти экспонаты, и так как моя мама любит шить, больше всего мне понравилась швейная машинка. А машинка эта непростая, с богатой историей. Ее передала в дар школе Ася Газдиева, учительница по технологии. Она досталась ей от бабушки. За свои почти 90 лет старинная швейная машина успела вместе с семьей Газдиевых из Назрани пережить тяжелые исторические события. В день выселения народа в 44-м по настоянию солдата ее бабушка взяла машинку с собой. И в годы депортации она буквально спасла семью от голода. Бабушка рассказывала, что она очень много вещей шила на этой машинке, и они продавали эти вещи. Потом эта машинка была передана моей маме, она уже стала взрослой, начала учиться шить, как реликвия, как память о том, что она научилась шить на этой машинке. До последних дней она ее хранила как зеницу ока. Я решила передать семейную реликвию этой школе, поскольку нас 9 учащихся нашего дома окончили данную школу. Мы все учились в этой школе, мы все выпускники данной школы. И я сама работаю более 40 лет в этой школе. Открытие школьного музея стало возможным благодаря проекту креативной лаборатории «Прожектор». Он реализуется в российских регионах при поддержке РДДМ «Движения первых», направлен на модернизацию школьных музеев в малых городах страны. Мы выбрали эту школу, узнав, что тут открывает школьный музей. И организация РДДМ выделила нам средства на модернизацию школьного музея. Сумма гранта составила более 100 тысяч рублей. На эти средства приобрели предметы народного быта, ковер, истинг, национальные наряды и не только. Организаторы проекта уверены, что прожектор позволит сформировать интерес у школьников к организации музейного дела, сохранению истории и культуры родного края. Сотрудники музея станут наставниками и профессиональными ориентирами, что позволит создать кадровый резерв в регионах. Так, первая школа Назрани стала единственным участником проекта на Северном Кавказе. Шагнули в прошлое также гости мероприятия и педагогический состав. Детишки, которые видят в своей школе подобные проекты, музеи, да, они не будут забывать о своем прошлом, о своих традициях, ценностях. Этнический музей из глубины веков станет полноценной частью образовательного процесса детей. У школьников будет возможность сменить обстановку, увидеть любопытные экспонаты, окунуться в историческую атмосферу. Есть люди, которые, например, они ничего не знают почти о своем народе, например, и они могут, и учатся в этой школе, они могут прийти просто в музей и чуть больше узнать. Я очень рада, что сейчас открыли в школе музей. То, что есть возможность посещать музей на самой территории школы, то, что можно развлечься. И теперь есть возможность больше узнать о истории Ингушетии благодаря экспонатам этим. С открытием музея в школе начнут работу по сбору информации. Экспозиция пока еще скромная, но она будет постепенно пополняться. Совсем скоро появится и вывеска. Мы гордимся, что именно в нашей школе открылся музей из глубины веков. Я как волонтер помогаю находить старинные артефакты ингушского быта.
Первая школа Назрани уделяет особое внимание воспитанию детей в духе патриотизма. Уже более 500 учащихся состоят в движении первых. Также делают серьезный акцент на сохранении национальных ценностей, приобщении детей к истории Ингушетии. Педагоги уверены, работа музея станет эффективной частью этой комплексной работы. Это малая часть того, что мы смогли собрать, реализовать, но мы в дальнейшем будем работать над этим, потому что именно этнография – это история, прежде всего, нашего ингушского народа, и наша цель сегодня – донести до наших детей историю, чтобы они сохранили эту историю и передавали ее дальше. В рамках прожектора школам будут оказывать содействие в организации и реализации проекта с участием наставников из государственных музеев. Всего такие музейные центры появятся в 30 городах России. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.